Уважаемый президент Путин, дорогой мой друг, я очень рад вас видеть в онлайн-формате в преддверии китайского Нового года. На пороге года самое время подводить итоги и строить планы на будущее. В 2024 году мы с вами трижды встречались в Пекине, в Астане и Казани. И мы вышли на целый ряд важных договоренностей. Мы торжественно отметили 75-летие установления дипотношений между Китаем и Россией. Китайско-российские отношения, стержнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают всю новую жизненную силу. Год в коридоре Китая-России проходит не без ярких моментов. Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле, а восточный маршрут газопровода Китай-России выведен на полной мощности раньше запланированного срока. Стороны плотно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других международных площадок, что приносит больше позитивной энергии реформированию и совершенствованию системы глобального управления. Этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы в мировой антифашистской войне, а также 80-й годовщины ООН. Будем вместе с российскими коллегами в этом контексте поддерживать ООН-центричную международную систему, отстаивать победу во Второй мировой, добытую кровью и жизнью миллионов людей, защищать права Китая и России в качестве стран-учредителей ООН и постоянных членов Совбеза. В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения в новую высоту, противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания двух стран, международной справедливости и равноправия. У меня пока все. Спасибо. Благодарю вас, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг. Искренне рад вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры. Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран. Считаю, что для нас минувший год был весьма плодотворным. Мы широко отметили 75-летие установления дипломатических отношений. В ходе майского визита в Китай вместе с вами дали старт масштабному проекту перекрестных годов культуры. Полезные переговоры состоялись в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Вы сейчас только что об этом сказали. И, конечно же, был рад встретиться с вами в октябре в Казани. Пользуясь случаем, хотел бы вновь поблагодарить вас за поддержку российского председательства в БРИКС. Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках. В Организации Объединенных Наций,
и ее Совете Безопасности, в ШОС, в группе 20, в АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом. С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах. По итогам года, несмотря на негативные воздействия извне, удалось выйти на новые, хорошие показатели во взаимной торговле. Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, второй оборот продемонстрировал рост более 7% и достиг более 220 миллиардов долларов. По китайской статистике весь год он составил почти 245 миллиардов. Китайская Народная Республика – наш основной торговый партнер, а Россия уверенно занимает уже 5-е место в списке стран торговых контрагентов Китая. Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем 1-е место по объему экспорта в КНР нефти. 5 лет назад вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода «Сила Сибири». Сегодня же Россия вышла на 1-е место по поставкам в Китай природного газа. В декабре 2024 года подписана дорожная карта о реализации комплексной программы сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла, а это технологии будущего атомной энергетики. Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. Хорошо зарегламентовала себя практика проведения в провинциях КНР ярмарок товаров, сделанных в России. Расширяются гуманитарные связи. В рамках перекрестных годов культуру только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены. Господин председатель, в нынешнем году мы готовимся достойно отметить 80-летие Великой Победы. Память о ней священна для народов наших стран, которые вели кровопролитную борьбу против агрессоров и ценой неисчислимых жертв одолели врага. Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду. Дорогой друг, хотел бы теперь уже лично поздравить вас и дружественный китайский народ с новым 2025 годом и наступающим праздником весны. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи, как в Китае говорят, удачи в 10 тысячах дел. А вашему народу мира и процветания.